Здравствуйте, дорогие зрители! Это Андрей Белый и мой новый рассказ на канале «Чужие родные». Это убожество поедет на свалку, Полина. Добытчику в доме нужен абсолютный комфорт для позвоночника, а не эти твои дизайнерские табуретки. Андрей пыхтел, как перегруженный паровой котел, впихивая в дверной проем гостиной гигантский кусок полиуретанового уродства. Конструкция кислотно-зеленого цвета переливалась светодиодами. Пахло дешевым пластиком и китайской фабрикой. Это был трон геймера-императора. Кресло со встроенным массажером, подстаканниками и динамиками в подголовнике. Ради этого монстра муж только что безжалостно выставил в коридор изящное ортопедическое кресло из светлого дерева, которое Полина покупала за свои деньги. Добытчику Полина смахнула невидимую пылинку с рукава кардигана и прислонилась к косяку. Интересный термин, особенно учитывая, что последний раз ты добывал что-то в семейный бюджет 3 месяца назад. И это был пакет акционных макарон. «Я инвестирую в будущее», — отрезал Андрей, с грохотом роняя зеленое чудовище на исторический дубовый паркет. Раздался противный хруст. «Крипта сейчас на дне, надо брать. А для аналитики мне нужно удобное рабочее место». Паркет, к слову, был не просто досками. Это была гордость мамы Полины, Тамары Ильиничны, которая укладывала его еще в те времена, когда слово «крипта» звучало как название болезни. Квартира принадлежала именно матери. Просторная, светлая трешка в хорошем спальном районе досталась Полине во временное пользование, пока Тамара Ильинична кайфовала на даче, выращивая коллекционные сорта томатов и выстраивая соседей по струнке. Жить бы да радоваться, ни ипотеки, ни чужих арендодателей. Но Андрей воспринимал отсутствие арендной платы как персональную премию за то, что он просто существует. Мозг Полины работал как швейцарские часы. Она не закатывала истерик, не била тарелки, театрально заламывая руки. Характер у нее был нордический, закаленный работой ландшафтным дизайнером. Ей регулярно приходилось объяснять богатеньким клиентам, почему пальма не будет расти в сибирском суглинке. Так что выдержка была железной. Андрей же в ее личной классификации проходил по категории «сорняк ползучий обыкновенный». Дашь слабину — задушит полезную культуру. «Окей», — спокойно произнесла Полина, глядя на царапину от колесика на полу. «Инвестируй, только учти, что коммуналка в этом месяце с твоих инвестиций». «Опять ты про свои копейки». Муж философски плюхнулся в кресло, которое тут же издало неприятный синтетический звук. «Мелочная ты женщина, Поля, масштаба не видишь». Полина не стала спорить. Она молча подошла к распределительному щитку в коридоре, щелкнула нужным тумблером и вытащила из кармана маленький навесной замок. Ловко проделав манипуляцию с проушинами над дверцей щитка, она защелкнула дужку. В гостиной погасли кислотные светодиоды. Игровой компьютер, который Андрей собирал по частям полгода, издав предсмертный писк, потух. «Эй, вырубила?» — донеслось из недр зеленого трона. «Бывает», — громко отозвалась Полина, накидывая плащ. «Старая проводка. Говорят, чтобы ее починить, нужно масштабное мышление.
И оплаченный счет за интернет, кстати, тоже. Вернусь вечером». Она вышла из квартиры под аккомпанемент невнятных ругательств. Кот-граф, жирный британский сноб с глазами цвета старой меди, проводил ее одобрительным взглядом и пошел точить когти о новое кресло, справедливо рассудив, что этот зеленый дермантин для того и принесли. Дни складывались в недели, а бытовая наглость Андрея росла в геометрической прогрессии. Его финансовая философия напоминала черную дыру. Деньги Полины уходили на продукты, бытовую химию, корм коту и лампочки. Деньги Андрея уходили в проекты. То он покупал курс по дыхательным практикам для привлечения денежного потока, то притаскивал домой профессиональную кофемашину размером с двигатель от трактора. Машина плевалась кипятком, жрала электричество киловаттами, но Андрей гордо цедил из нее по утрам наперсток горькой жижи, воображая себя римским патрицием. В какой-то момент статус хозяина усадьбы ударил ему в голову окончательно. Полина поняла это, когда вернулась с объекта раньше обычного. В коридоре стоял стойкий запах дешевого вейпа и немытых кроссовок. Из кухни доносился гогот. Андрей привел коллег, таких же непризнанных гениев стартапов. «Да я вообще эту хату под себя переделаю», — вещал бас мужа. «Перегородку тут снесем, сделаем лофт. Теща там на грядках ковыряется, ей вообще по барабану, она тут не появляется». Полина бесшумно сняла обувь. «Перегородку снесет, лофт он сделает, несущую стену в панельном доме, ага». Она зашла на кухню. Трое парней, развалившись на ее любимых стульях, крошили фисташками прямо на чистую скатерть. «Добрый вечер, мальчики!» — пропела она, прислонившись к холодильнику. Улыбка на ее лице была такой холодной, что пиво в стаканах гостей должно было покрыться коркой льда. «Обсуждаете архитектурные решения?» Гости замялись. Андрей, почувствовав угрозу авторитету, набычился. «Поля, мы тут заняты. Сделай нам бутербродов или типа того». Мужская логика — удивительное явление. Она часто спотыкается о реальность на ровном месте. Полина не стала повышать голос. Она плавно подошла к столу, сгребла в охапку все открытые пачки снеков, подхватила 2 недопитые бутылки пива и спокойно бросила все это в мусорное ведро под раковиной. В этом доме едят из тарелок. Кто мусорит на стол, тот кормит тараканов на улице. Чеканя каждое слово, произнесла она. А теперь, господа архитекторы, экскурсия окончена. Выход там. «Слышь, Андрюха, ну, мы пойдем». Один из гостей торопливо вскочил, чуть не опрокинув стул. Когда за парнями захлопнулась дверь, Андрей развернулся к жене, багровея от злости. «Ты что меня позоришь перед пацанами? Я тут хозяин». «Ты тут гость, Андрюша», — ласково поправила его Полина. Причем гость, который не оплатил свое проживание. «Вчера в почтовый ящик упали 3 квитанции. У нас долг за коммуналку за 3 месяца. Итого 18 тысяч. У меня сейчас кэш-аута нет. Я вложился в токены. Токены воду в туалете не смывают. Завтра приедет моя мама забирать рассаду и квитанции. Если ты не положишь на стол деньги, она тебе устроит такой кэш-аут, что ты свои инвестиции будешь в травмпункте пересчитывать».
Андрей только отмахнулся. Для него Тамара Ильинична была кем-то вроде мифического персонажа. Вроде и существует, но где-то далеко, в пригороде. Копает землю и опасности не представляет. И это было его самой фатальной ошибкой. Ошибкой, достойной премии Дарвина в области родственных отношений. Тамара Ильинична не была старушкой божьим одуванчиком. В суровые 90-е она работала прорабом на стройке, гоняла пьющих каменщиков ломом и знала матерный язык лучше любого боцмана, хотя в повседневной жизни предпочитала ледяной академический тон. У нее была короткая, геометрически безупречная стрижка серебристого цвета, прямая осанка и взгляд человека, который умеет оценивать стоимость бетона на глаз. На следующий день Полина уехала на объект на другой конец города сдавать сложный террасный проект со сложной высадкой можжевельника. Телефон завибрировал ближе к обеду. Звонила соседка снизу, Зинаида. Зинаида была местным радиолокатором. «Полечка, деточка, здрасте. А у тебя там что, ремонт начался?» — прошептала соседка в трубку. «Здравствуйте, тетя Зин. Нет. А что, шумим?» «Да не шумим. Там твой Андрюша на лестничной клетке орет. А мать твоя вышла, дверью хлопнула. У меня аж люстра затряслась и пошла вниз. Лицо белое, губы сжала. Он ей вслед руками махал. Вы там не поубивайте друг друга». Полина почувствовала неладное. Мама приехала, он был дома. Она бросила инструменты, передала инструкцию помощнику, прыгнула в машину и вдавила педаль газа. Навигатор показывал 40 минут пути с учетом пробок. Эти 40 минут казались резиновыми. Мама не отвечала на звонки. Гудки шли в пустоту. Это было плохим знаком. Полина влетела во двор, криво припарковалась, чуть не снеся бампер соседской «Тойоте», и бегом бросилась на 3-й этаж. Входная дверь была не заперта. В прихожей пахло сжженным кофе. Андрей снова издевался над своим агрегатом. Полина шагнула в гостиную. Муж вальяжно раскинулся в своем зеленом уродливом кресле. На коленях лежал ноутбук, на лице играла самодовольная ухмылка победителя. Увидев жену, он даже не шелохнулся. «О, явилась! Раньше времени!» Полина кинула взглядом пустую кухонную стойку, где обычно оставляли квитанции. «Где мама?» «Твоя маман?» Он пренебрежительно хмыкнул и отпил кофе. «Отправилась по месту прописки. На грядке. Приперлась тут, начала мне права качать. Бумажками трясти. Давай денег, хотя бы 6 тысяч за свет. А я что, банкомат?» Полина шагнула ближе. Голос ее упал на октаву, став пугающе тихим. «Ты грубо выгнал мою маму, послав куда подальше, которая просила деньги на коммуналку за свою квартиру, где мы живем?» Возмутилась Полина. «Ой, да не начинай эту шарманку про ее квартиру!» Андрей картинно закатил глаза, захлопывая ноутбук. «Мы семья, я тут мужчина, мой дом, мои правила». Она начала мне мораль читать про паркет, про то, что я бездельник. Я ей прямо сказал, не нравится выход там. Пусть скажет спасибо, что я вообще согласился жить в этом старье советском. Полина попыталась еще раз набрать маме, чтобы извиниться, как вдруг
дверь с грохотом распахнулась. Это был не просто стук, это был звук выбиваемой петли. В коридоре стояла Тамара Ильинична, и она была не одна. Полина застыла с телефоном в руке. Мать выглядела безупречно. Светлый тренч нигде не помялся. Шелковый платок на шее завязан идеальным узлом. Но вот ее сопровождение нарушало всю картину аристократической эстетики. Позади Тамары Ильиничны топтались двое амбалов в синих комбинезонах грузчиков, от которых разило табаком и суровой физической силой. А в руках самой Тамары Ильиничны был зажат внушительный разводной ключ. «Так», — протянула мать, проходя в гостиную так, словно это был осмотр войск перед парадом. «Здравствуй, Полина. Прости, что без стука». Дверь хлипковата оказалась, когда ее спинка открываешь. Андрей вжался в свое неоново-зеленое кресло. Вся его спесь испарилась за долю секунды. Он напоминал слизняка, которого внезапно посыпали солью. «Тамара Ильинична, вы чего?» — проблеял он. «Я чего? Я пришла забрать свои дивиденды, Андрюша!» Ласково, как удав кролику, сообщила теща. Она изящным движением указала разводным ключом на огромную кофемашину. «Мальчики, вот этот хромированный самогонный аппарат берите. Только аккуратно, кухню мне не поцарапайте». Амбалы молча кивнули и двинулись к столешнице. Стоять! Это моя собственность. Она 120 тысяч стоит». Андрей подскочил, попытавшись преградить грузчикам путь. Но один из них с габаритами небольшого медведя просто отодвинул его плечом, как пушинку. «Была твоя, стала моя», — отрезала Тамара Ильинична. «Долг за квартиру 18 тысяч. А еще ты, паразит, поцарапал мне дубовый паркет своим салатовым троном. Реставрация обойдет 150. «Это грабеж. Я полицию вызову», — взвился Андрей, хватая телефон. «Вызывай». Тамара Ильинична удобно прислонилась к дверному косяку, скрестив руки на груди. «Заодно расскажешь господам полицейским, на каком основании ты проживаешь в моей квартире, без регистрации, не платишь по счетам и портишь чужое имущество. Может, оформим как умышленную порчу или мелкое хулиганство. А мама твоя, Наденька, будет рада узнать, что сыночка теперь бомж. Я, кстати, ей уже звонила». Андрей замер. Упоминание собственной матери подействовало лучше любого электрошокера. Надежда Викторовна была женщиной суровой. Андрея считала балбесом с детства и, в отличие от Тамары, била не метафорами, а скалкой. «Что вы ей наговорили?» «Правду, Андрюша. Сказала, что ты решил съехать к ней насовсем». В этот момент грузчики с натужным пыхтением оторвали кофемашину от стола. «Тамара Ильинична, ну, мам!» Андрей попытался включить очарование, которое в данный момент выглядело как улыбка гиены. «Ну, мы же семья. Ну, погорячился я. Да я эти деньги завтра найду». «Завтра наступило 5 минут назад, когда ты меня послал», — спокойно парировала теща. «Мальчики, грузите агрегат. А теперь переходим к десерту». Она перевела взгляд на зеленое геймерское кресло.
«Нет, только не трон!» — взвыл Андрей, бросаясь к креслу корпусом, закрывая его собой. Полина тихо хмыкнула, присев на подоконник. Она не собиралась вмешиваться. Это было лучше любого сериала. Изящно, жестко и без единого крика с их стороны. «Встать!» — скомандовала Тамара Ильинична. Голос ее лязгнул металлом. Андрей нехотя отлип от полиуретанового обилия. «Полина, скажи ей, это же мое рабочее место. У меня там графики, таблицы, биржа». Полина пожала плечами. «Ты сам сказал, это твой дом, твои правила. А это мамина квартира. Значит, правила мамины. У нас, ландшафтников, это называется топиарная стрижка, когда обрезают все лишнее, чтобы форма была красивой. Вот сейчас мама делает нашей семье топиарную стрижку». Грузчики, отнеся кофемашину в коридор, вернулись за креслом. Один из них, оценив габариты конструкции, почесал затылок. «В двери целиком не пройдет, хозяйка. Разбирать надо». «Отлично!» — кивнула Тамара Ильинична и протянула Андрею разводной ключ. «Разбирай свое барахло. Сам. Даю 10 минут». «Да пошли вы!» Андрей окончательно сорвался, покраснев так, что его лицо почти слилось с неоновой подсветкой мышки на столе. «Забирайте свои метры. Я найду себе квартиру. Я найду нормальную женщину, которая будет ценить мой потенциал». Он метнулся в спальню, вытащил чемоданы и начал судорожно швырять туда свои вещи. Футболки, какие-то провода, протеиновые батончики. Полина наблюдала за этим процессом с каменным спокойствием. Внутри нее не было ни сожалений, ни страха. Было лишь невероятное облегчение, словно она долго шла в тесных туфлях и, наконец-то, их сняла. Человек, который не уважает границу чужого дома, никогда не будет уважать того, кто в нем живет. Тамара Ильинична подошла к дочери, тихонько обняла ее за плечи и прошептала так, чтобы солист с чемоданом не услышал. «Прости, что кофемашину я забираю, но она жрет электричество, как прожектор на стадионе. Продам, как раз коммуналку тебе закрою за полгода вперед. А на остаток купим тебе тот японский секатор, который ты хотела». Полина искренне рассмеялась. Через 10 минут хлопнула входная дверь, оставив после себя легкий сквозняк и запах недорогого одеколона. Андрей ушел, волоча за собой чемодан и обняв одной рукой кусок зеленого подлокотника от кресла, который отказался откручивать. Грузчики, получив щедрые чаевые от Тамары Ильиничны, вынесли остатки инвентаря на лестничную клетку. В квартире стало неестественно просторно и легко. Кот-граф, выбравшись из-за дивана, подошел к тому месту, где еще недавно стояло уродливое кресло. Он брезгливо понюхал царапину на паркете, потряс задней лапой, словно стряхивая грязь, и запрыгнул на подоконник к Полине. Тамара Ильинична по-хозяйски прошла на кухню, открыла шкафчик и достала старую, добрую джезву из меди. «Ну что, Поля?» — сказала она, включая плиту. «Кофе по-турецки? И давай-ка вечером съездим за нормальным креслом. Твоя спина стоит дороже любых чужих инвестиций». Спасибо всем за прослушивание. С вами был Андрей Белый. До новых встреч!